До старта летнего туристического сезона осталось всего 2 месяца. В Казани ожидают немало туристов. Да и мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills этому поспособствует. Фишкой для гостей должны стать водные экскурсии. По имеющейся у нас информации, в Зеленодольске на судостроительном заводе уже заложен новый теплоход. Экскурсионная программа, которая стартует на реке Казанки, у чаши обещает быть довольно интересной. Правда, впечатление туристам может омрачить зловонный запах за бортом, если срочно не принять меры. Вот он, на первый взгляд, безобидный ручеек. Мы в поселке Дачное Высокогорского района. Вот река Казанка. Расстояние от Дачного до Казанской чаши по воде порядка 28 километров. Примерно за 2,5 часа водная масса от поселка Дачное доберется до главного туристического объекта столицы. 16 лет этот ручей течет прямо в Казанку и пахнет. Тут же весь отход идет. Местные жители вовсю бьют тревогу. Говорят, обращались и к главе поселения, и в администрацию района. Мы тогда, конечно, обрадовались, что общую канализацию нам стали делать, и вот дома будут, мол, соединять вас. А потом раз, и значит, нам сказали, вы на низине, и мы не можем. Вам придется специально насосную делать. Все оказывается до боли банально. 3 дома просто не подключены к центральной канализационной системе. Скажем проще, все продукты жизнедеятельности членов семей, проживающих в 3 двухэтажных домах, стекаются вот в этот колодец, который, по словам жильцов, периодически переполняется. В самом колодце зияет дыра. Рукотворная она или образовалась от старости конструкции, пока непонятно. Понятно одно, что кому-то это на руку. В заботе об окружающей среде дыру эту уже давно было необходимо замуровать. Пока же она выполняет очень удобные, например, для управляющей компании функции. Откачивает все сама. И вот куда? Вместе с представителями Министерства экологии Татарстана идем по следу мутного ручейка. Он ведет нас к оврагу, за которым река Казанка. Там мусор сбросали, они свалку устроили. И вот на этой поверхности он рассекается. Глава поселения о проблеме знает. Знает даже, как ее можно решить. Но не знает, будут ли выделены на это средства. В весенний период, когда снег чуть-чуть подтает, мы полностью проверим инженерные сети, старые, да, в каком они состоянии. И уже будем разговаривать о восстановлении вот данного здания. Вот, кстати, она канализационно-насосной станции. Если будут выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, будет возбуждено административное расследование, в рамках которого управляющая компания, которая обслуживает данный дом в данном случае, будет привлечена к ответственности. На месте экологи возбудили административное дело за несоблюдение экологических требований. Хозфекальные стоки, подтверждение будет. Лабораторные исследования будут готовы к пятнице. Тогда и станет понятно, какие еще административные статьи добавятся в деле. Хотя мало кто сомневается, что дело это будет фекальным. Факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился. Выявлен сброс сточных вод с выгребной ямы. Управляющая компания не отказывается, также приезжает, откачивает, то есть навстречу идет тоже, хоть это может в какой части не их работа, но работа ведется. Некий когнитивный диссонанс. Жители говорят, что течет годами. Руководство исполкома утверждает, что это натекло за день. Случайно или нет? Но Рамиль Хакимуллин во время съемок заверяет нас, на решение проблемного вопроса средства уже нашли. Планируем эту работу в этом году сделать за счет доп. Доходов нашего муниципального района. Будем надеяться, что этот вопрос, эта проблема в этом году решится. И здесь заработает в этом поселке новая канализационная станция. Ежедневный контроль, если будет течь, также выгребной, и каждый день будем привлекать к штрафным санкциям. В Министерстве экологии обещали взять данный инцидент на особый контроль. По итогам прошлого года было зафиксировано 10 случаев загрязнения водоемов. Виновные наказаны, в частном секторе это жильцы, в черте города организации, в районах сельхозпредприятия. Сергей Земляков, Андрей Мохов, 7 дней.